Друзья, добрый день, Андрей Станченко, привет из Атланты, вы на канале Energy. И о конференции ATD 2017 хочется отметить, что в этом году ее лейтмотивом является обилие различных бенчмарок и метафор из других абсолютно отраслей и сфер. Это подчеркивает то, что корпоративное обучение выросло из своих коротких штанишек, и я надеюсь, становится намного богаче инструментарием. Первый тренд кулинарный, и один мишелиновский шеф сказал как-то, что если вы думаете хорошо, вы и готовите хорошо. Соответственно, четкое знание ваших участников, их learning journey, понимание, какие участки коры мозга отвечают за вовлечение, какие за рефлексию и осмысление, а какие за запоминание и повторение. Вы из различных ингредиентов можете готовить отличные кулинарные шедевры. Следующие метафоры тоже связаны с шедеврами, но живописи и скульптуры. Является такой тренд, как curation. Куратор выставки – это эксперт, который четко понимает, какие произведения искусства подойдут для той или иной целевой аудитории. Соответственно, это переносится в сферу обучения, и шутят, что для американца важнее сейчас не иметь психоаналитика личного, а важнее иметь своего куратора. Соответственно, это человек, который лучше, чем вы, понимает, что на этот момент времени вам необходимо. Но это ненадолго, потому что автоматизация заменит этого куратора, потому что именно Big Data и их анализ помогает понять, что не хватает вам на сейчас. И, друзья, второе, что может быть будет необходимо вам в будущем, потому что анализ может дать информацию о том, какие ошибки вы еще не допускали, но вы можете их допустить. Соответственно, отсюда медицинская метафора, которая говорит о превентивном обучении, да, другим языком профилактическом. И, соответственно, вместе это дает индивидуальный подход one size not fit all, one size fit one, адаптивный подход в обучении. Переходя от медицинской метафоры к спортивной, кто в курсе подхода CrossFit знает, что 15-20 минут этой тренировки может по своей интенсивности превышать многочасовые тренировки других подходов. Соответственно, вот это сжатие и интенсивность дает так называемую миниатюризацию обучения и bite-size learning. Что это? Это обучение только на один укус. Соответственно, это сжатие позволяет быть более концентрированным и эффективным. Но не будем забывать, что вот это уменьшение компенсируется большим масштабом проектирования обучения, друзья, и создаются некие экосистемы обучающие внутри различных отраслей. Соответственно, даже если сотрудник ушел из одной компании в другую в этой отрасли, все равно он остается в рамках одного контекста, одной системы обучения, сходной. Закончить хотелось бы на IT-трендах и, соответственно, учить необходимо не тому, чему хотите вы, а тому, чему хочет сам человек. Соответственно, если IT работает в проектах в Jira, соответственно, обучение идет туда. Если общаются в Slack, то, соответственно, корпоративное обучение фасилитировать и коммуницировать будет именно в этих программах. Поэтому такая функция HR, которая обогнала пока остальные другие рекрутинг, talent development тоже, надеюсь, будет догонять, а может быть и перегонять. Друзья, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы на детализацию. Я с огромным удовольствием встречусь с вами завтра. Пока и спасибо.